Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В новом районе Сухума торжественно открыли новую спортивную площадку. В церемонии принял участие президент Бадрагунба. Количество участников от Абхазии в телевизионной олимпиаде «Умники и умницы» увеличено с 3 до 4 человек в год. Более 150 спортсменов приехали в Сухум на учебно-тренировочные сборы и подготовку к турниру по тайскому боксу «Георгий Победоносец». В новом районе на улице Аргун торжественно открыли новую спортплощадку. В церемонии принял участие президент Бадрагунба. Глава государства также ознакомился с ходом ремонтных работ на улице Гумистинская и дал ряд указаний по восстановлению еще 2 объектов. Все подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Рабочее утро главы государства началось с инспекции ремонтных работ на автомобильной дороге по улице Гумистинская. О ходе ремонта Бадрагунба рассказал начальник управления капитального строительства республики Дамир Гамисония. Общая квадратура улицы составляет 4700 квадратных метров. Лимит финансирования составил 9 800 000 рублей. Работы были начаты 5 июня, срок завершения планируется на 11 июня. Долгие годы улица Гумистинская находилась в удручающем состоянии. В непогоду передвигаться по этой трассе было сложно не только автомобилистам, но и пешеходам. Жители близлежащих домов обратились за помощью к депутату парламента Астамуру Герхелия. При его содействии здесь начались работы по капитальному ремонту дороги. Подрядчиком является фирма «Спецдорстрой», заказчик управления капитального строительства. Далее президент принял участие в торжественном открытии спортивной площадки в новом районе по улице Аргун. До церемонии открытия объекта местная детвора поделилась с нами своими планами на нее. Здесь, по словам мальчиков и девочек, они совсем скоро соберут районную команду по футболу и, возможно, волейболу. А еще будут тренироваться по вечерам, становиться сильнее и выше. По вечерам где-то в часов 8-9 играть в футбол со своей командой против других дворов будем звать. Объект построен при финансовой поддержке Совета Краснодарского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Россия молодая». В торжественном открытии спортплощадки также принял участие мэр столицы Тимур Агарба, его заместители Автандил Сурманидзе и Константин Тарба, депутат Астамур Герхелия. Встретили гостей местные жители, которые давно ждали этого события. Один из них – председатель Совета старейшин Аполлон Думава. Огромное спасибо говорим нашим добрым соседям, краснодарцам, за такую активную помощь. Это для развития спорта детей колоссальное значение имеет. Нам сказали, что вот этот молодой человек всеми этими делами курировал. Огромное Мы искренне от всей души старались, как вы можете заметить, использовать самые качественные материалы, самые лучшие технологии, которые нам известны. Также по запросу жителей этого района сделали дополнительное благоустройство, то есть делали действительно от души, искренне, не на галочку. И я надеюсь, что это придаст дополнительный импульс для развития в целом и спорта в Абхазии, сделает спорт более доступным для детей, для жителей, ну и, безусловно, украсит досуг для жителей этого района. И в ближайшее время у нас будет ввод в эксплуатацию еще новых площадок, и мы будем стараться радовать жителей Республики Абхазия новыми замечательными проектами. Спасибо. Бесценный подарок, я вам скажу. Хотел бы поблагодарить тех, кто реализовал этот проект. В первую очередь, конечно же, этого не могло случиться без поддержки руководства Российской Федерации. Как вам известно, более 12 таких спортивных площадок на территории Абхазии сейчас находятся в работе. Мы сегодня открыли первую площадку в густонаселенном районе, в новом районе. Это очень востребованная площадка для того, чтобы наши детишки занимались спортом. Спорт – это здоровый образ жизни, это здоровье нового поколения. И в этом смысле мы эту работу обязательно продолжим. На этой неделе мы откроем 5 площадок.
вновь введем в эксплуатацию. И до конца месяца все 12 площадок откроют свои двери для нашего молодого поколения. Рады новой спортивной площадке не только дети, но и взрослые, ведь объект многофункциональный. Здесь можно играть не только в футбол, волейбол, стритбол, но и потренироваться в воркаут-зоне. Я здесь живу с 2014 года, и на протяжении всего этого времени деткам не было где играть. Поэтому для нас сегодня это большое событие. Нам очень приятно, что на нашу просьбу откликнулись, что нас не оставили так, что это все было оперативно сделано. Огромное спасибо Бадру Зурабовичу, Краснодарскому краю и нашему дорогому Астамуру Герхелия. Это очень большое событие. Дети у нас рады, счастливы, мы спокойны, что теперь есть где играть и что они чем-то заняты. Согласно проекту, это одна из площадок, построенных при поддержке Краснодарского края. Подарок Абхазии от России. Новый объект на баланс 9 июня приняла администрация города. Важное событие здесь, в таком густонаселенном микрорайоне. Очень много детей, которые действительно нуждались в таких площадках. Мы, как администрация города Сухум, благодарим коллег из Российской Федерации. Принимаем объект, качество на высшем уровне, значит, принимаем на баланс, и дальнейшая эксплуатация и обслуживание объекта тоже за администрацией города Сухум будем бережно эксплуатировать. Затем президент посетил спортивную площадку на улице 30 сентября в новом районе Сухума, которую требуется восстановить. Глава государства отметил, что в этой местности проживает много детей. Бадра Гунба поручил мэру столицы подготовить проект и рассчитать сметную стоимость необходимых мероприятий. Давайте подумаем, да, как эту площадку в порядок привести, посчитаем, сколько нам эта история обойдется. Облагородить, что все Да. здесь нормально. Да. Ну, запроектируем сейчас такую универсальную площадку спортивную с С резиновым учетом, что тут не покрытием. прям большая территория, я бы разбил бы вот в какой-то школе, по-моему, 6 или где-то мы разбили. Отдельно сделали зону воркаут, отдельно спортивную, не объединяли. То есть тут примерно та же история может быть. Да. Надо подумать, померить. Распланировать ее, эту территорию по площадкам, и тренажерная площадка, и сохранить историю с футбольным полем. Если получится как-то развить и баскетбольную секцию как-то сюда добавить. Это можно на одной площадке, такую универсальную, Да, если да, баскетбол, да. мини-футбол. Да. И, конечно, закрыть территорию. Да, Надо будет обязательно закрыть ее. Президент Бадра Гунба также посетил 5-ю столичную школу в новом районе. Общаясь с дирекцией учреждения, глава государства отметил, что будет оказано содействие в восстановлении фасада школы. Все остальные вопросы, которые актуальны и тревожат, распишите, дайте нам знать, чем мы можем быть полезны для школы. Тем более для моей родной школы, которая получилась. Это Заман Шулара, Пчара Дука. Очень приятно, конечно. Родную школу вы не забывайте. Это, да, мы так знаем. Так, но у нас в этом году выпускников 55, это 11 классы. К сожалению, в этом году у нас нет медалистов, но на следующий год у нас будет. На этом визит главы государства в новый район столицы завершился. Гугу Савардания, Инал Гвинжия, Абхазское телевидение. Генеральный прокурор Адгур Агрба направил в парламент представление о назначении на должность заместителя генерального прокурора, старшего советника юстиции Аляса Трапш. Аляс Трапш на службе в органах прокуратуры с 2013 года. С 2019 года по настоящее время состоит в должности заместителя прокурора города Сухум. Количество участников от Абхазии в телевизионной олимпиаде «Умники и умницы» увеличено с 3 до 4 человек в год. Министр просвещения Хана Гунба встретилась с автором и ведущим программы Юрием Вяземским, где он и сообщил эту хорошую новость. Знаменитый телеведущий профессор МГИМО приехал в Абхазию отдыхать. Вяземский подчеркнул, что уровень образования в нашей стране значительно повысился за последние годы. Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. От Министерства просвещения Абхазии Хана Гунба вручила гостям памятные подарки. Телепроект, ведущим которого вы являетесь на протяжении долгих лет, мы очень внимательно за ним следим. Действительно, этот телепроект является важным, нужным, эффективным инструментом для поддержки талантливой молодежи, талантливых учащихся наших школ.
За все это время я представляю, какое количество одаренных детей было выявлено благодаря данному телепроекту. Наркотическое средство в особо крупном размере изъято у жителя города Москвы. Далее оперативная съемка МВД. Наркотическое средство в особо крупном размере изъято у жителя города Москвы Погорелова Евгения Владимировича, 1976 года рождения. Последний был задержан сотрудниками уголовного розыска столичного управления внутренних дел по подозрению в сбыте запрещенного вещества в городе Сухум. При личном досмотре у гражданина было изъято 37 свертков, как впоследствии установлено экспертами, с наркотическим средством мефедрон. Действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, реализуя преступный умысел, гражданин Погорелов незаконно приобрел с целью последующего сбыта наркотическое средство мефедрон в особо крупном размере, которое незаконно хранил и впоследствии распространял путем скрытого размещения в потайных местах на территории города Сухум, Республики Абхазия. Незаконно приобретенное наркотическое средство задержанный фиксировал на видео своего телефона и отправлял куратору, абоненту мессенджера Telegram под ником Алекс и впоследствии контакту под ником Ислам. Также в изъятом у гражданина Погорелова мобильном телефоне хранились фото и видеоданные с мест ранее сделанных закладок. В результате проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий с участием ранее задержанного и в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, при обследовании территорий по улицам Гумская и Ардзенба в городе Сухум, на разных участках местности в потайных местах сотрудники милиции обнаружили и изъяли 4 заизолированных свертка с аналогичным веществом внутри. Еще 12 подготовленных к реализации свертков с наркотическим средством были изъяты при осмотре гостиничного номера по месту временного проживания гражданина Погорелова. В целом, масса изъятого наркотического средства мефедрон, которое задержанный хранил при себе для последующего сбыта, заложил для продажи в потайные места, а также хранил по месту временного проживания, составила 46,125 граммов. Евгению Погорелову вменяется преступление, предусмотренное пунктом В, частью 3, статьей 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Расследование уголовного дела проводит Следственный отдел столичного ОВД. Суд города Сухум удовлетворил ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения гражданину Погорелову в виде заключения под стражу. Более 150 спортсменов из Москвы и Московской области приехали в Сухум для участия в учебно-тренировочных сборах и подготовки к турниру по тайскому боксу «Георгий Победоносец». Сборы продлятся до 18 июня. А новый зал для занятий тайским боксом, который отреставрировали на средства администрации Сухума, посетил президент Бадрагунба. Глава государства поприветствовал спортсменов, подчеркнув важность развития спорта для молодого поколения. Репортаж Гунды Шоуа. В рамках визита президент пообщался с тренерами и спортсменами, выразив уверенность в том, что обновленный зал станет настоящим центром развития тайского бокса в Абхазии. Глава государства подчеркнул, что правительство республики будет и впредь оказывать всемирную поддержку спортивным инициативам, направленным на популяризацию здорового образа жизни и воспитания будущих чемпионов. Этот визит подчеркивает приоритетное внимание, уделяемое правительством развитию спорта среди молодежи. Президент акцентировал важность создания благоприятных условий для тренировок и соревнований, способствующих физическому и духовному развитию подрастающего поколения. Для нас очень важно поддерживать молодых людей, спортсменов. Мы понимаем, что именно спорт, здоровый образ жизни позволяет расти здоровому поколению. Дорогие друзья, наши юные друзья, желаю вам успехов, благополучия. Важно отметить то, что это не конечный результат, а один из этапов работы. Планируется второй этап работ, который будет более объемным и важным. Первый этап работы мы уже провели, остается нам делать второй зал, душевые, раздевалки. Сегодня вот такие вот условия у спортсменов есть, потому что мои сборы. Тайский бокс в Абхазии появился не так давно, в 2016 году. Развить этот вид спорта решил Тимураз Гергидава, который родился в республике, но затем много лет тренировался и выступал в городе Сочи. С созданием Федерации тайского бокса он возглавил ее и стал проводить работу, направленную на становление данного вида спорта. В Абхазии мы с 2016 года
занимаемся. У нас за это время у нас уже более 5 человек мастеров спорта. У нас есть чемпионы и победители первенства мира, первенства России. Наши дети уже боксируют в составе сборной России. Данный вид спорта у нас является олимпийским. Буквально недавно его признали олимпийским видом спорта. В Париже его представляли даже как вид спорта. И поэтому мы активно развиваемся. У нас спортзал находится с Гагры, и Дугава у нас находится зал. В настоящее время в Абхазии существует несколько клубов и секций, где можно заниматься тайским боксом. Несмотря на все сложности, абхазские спортсмены участвуют в международных соревнованиях и занимают призовые места. В прошлом году я выигрывал первенство мира по любителям в возрасте 10-11 лет, 48 килограмм. Я провел 3 боя. Первый бой я провел с спортсменом из Эстонии, второй бой из Казахстана, третий бой уже я провел финал со спортсменом из Узбекистана. Новый зал предоставит необходимые условия для проведения качественных тренировок и соревнований на высоком уровне. И это, в свою очередь, будет способствовать повышению мастерства абхазских спортсменов и укреплению спортивных связей. Развитие спорта, как отметил президент, является важным фактором формирования здорового образа жизни и патриотического воспитания молодежи. Кундашова, Аляс Амичба, Абхазское телевидение. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 10 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью, утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 14-19, днем плюс 23-28 градусов. Температура морской воды плюс 21. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.